Всем люля-кебаб, как говорится. Дамы и господа. Ну, конечно, больше господа, чем дамы. Женщины, честно говоря, разговор пойдет крайне серьезный, поэтому лучше займитесь домашними делами. Мужики, расскажу, как дотянуть до получки. Значит, если в кармане осталось рубля так 4, 4,5, 4,97, есть очень много верных способов, чтобы не краснее и красивенько выкрутиться из ситуации. Поделюсь исключительно личным опытом выживания в столице гастролеров с периферии. Значит, есть такой очень прекрасный паштет, продается. Значит, стоит 75 копеек. Понимаю, цену закрутили, конечно, но он того стоит. А где-то там на юго-западе вообще есть акция 63, там 65 копеек. Это можно поменять на жетон, честное слово. Можно брать смело, не смотрите, не читайте, не принюхивайтесь, как говорится. Можно есть не открывая. Там полезно, там много злаков, я знаю, там килокалов или как их там, калорий. Очень сытно, аппетитно и не стыдно, что главное. Если, конечно, вы решили пойти на риск в эти критические дни и пригласить в гости цыпочку или прекрасную женщину, и если она согласилась к вам прийти, женитесь сразу, отвечаю. Дальше в дополнение, конечно, грамм 120-130 можно брать смело зельца. Выйдет там копеечка в копеечку. И что и останется, и что можно будет шикануть, какую шоколадку Аленку эту маленькую взять 25 грамм. Можно взять свиные мозги, но свиные мозги дороговатенько, конечно. Значит, очень неплохо еще идет кровяночка. Расширяет кровь, как говорится, все по венам циркулирует, голова работает совершенно иначе. И главное не стесняться брать. Взял и что, танком стой, говорит, что не для себя. Во всем этом деле главное сильно не принюхаться. Можно есть через пакет, можно, как я порой делаю, можно есть через витрину. Есть такие прекрасные магазины, заходишь, там запахи стоят, вы что? Мама дорогая, оближитесь, честное слово. Постоял, понюхал и уже чуть-чуть червячка заморил, честное слово. Правда, есть одно небольшое но. После употребления всего вышеперечисленного желательно день-два особо не делать резких движений, не выпендриваться. И, мужики, оберегаю вас, предупреждаю, чтобы все срослось, не делайте в эти опасные дни предложения. Не становитесь на колено, не нагинайтесь, не проседайте. Конечно, сейчас не сезон, но вот в скором времени можно будет практиковать солнечную терапию. Принимать солнечно-кишечно-желудочные ванны. Тоже заряжает организм, будь здоров. В скором времени вообще праздник будет. Пойдут зонтики, курочки, опята, маслята, еще какая дребедень. Пожалуйста, можно будет набрать целое ведрыще и вообще не париться. Их и сушить, и жарить, и парить, и закатывать. Ради бога, потом как найдет. Есть такой метод еще без особых уложений, но там надо конское здоровье. Окружить себя друзьями, товарищами, алкоголиками. Там тебе будут наливать иногда и на зуб, что перепадает. Но это дело ненадежное и малоэффективное для здоровья. А мы за ЗОЖ. Как говорится, аппетит приходит во время еды, и, как правило, этот аппетит ваш сосед. И что, исключительно в целях самовыживания, не заводить никаких знакомств. Ни по лестничной площадке, ни на работе, нигде. Надо быть психом-одиночкой, тогда прорветесь до получки. Ну, как говорится, держитесь. Придет в скором времени дачный сезон. Будут сытые желудочки, загорелые попки, целеустремленные глазки. Всем удачи!